Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir su. Отношения дружбы и стратегического партнерства между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами, одной из ведущих стран арабского мира, вступили в новый исторический этап. Динамика взаимных визитов президента Ильхама Алиева в ОАЭ и лидера этой страны шейха Мухаммеда бен Заида Аль-Нахаяна в Азербайджан свидетельствует о развитии наших связей по восходящей линии. Отношения между Азербайджаном и ОАЭ, основанные на принципах взаимной дружбы и уважения, всегда привлекали внимание своим высоким уровнем и темпами развития в атмосфере диалога. Стоит отметить, что Объединенные Арабские Эмираты всегда выражали поддержку территориальной целостности и суверенитету Азербайджана. Также эта страна, проявив нейтралитет в процессе мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией, в июле прошлого года выступила принимающей стороной двухсторонних встреч лидеров обеих стран. Тот факт, что президент Ильхам Алиев вошел в число лауреатов премии Заида за человеческое братство на 2026 год, учрежденный влиятельным фондом шейха Заида, не случайен, потому что азербайджанский лидер победил не только в войне, но и в мире. В истории много сильных полководцев, одержавших военные победы, но лишь немногим из них удалось превратить это в мир. Несмотря на историческую победу в Отечественной войне, Азербайджан немедленно выступил инициатором мира. Это редкий пример в мировой практике. Страна, долгие годы подвергавшаяся оккупации, несправедливости и двойным стандартам на международной арене, восстановила историческую справедливость собственными силами и протянула руку мира противоположной стороне. Biz 30 ildən artıq müddətdə müharibə şəraitində olmuşuq. İndi isə artıq 6 aydır ki, sülh şəraitində yaşayırıq. Dəfələrlə qeyd etdiyim kimi, biz sülh şəraitində yaşamağı öyrənirik. Sizə deyə bilərəm ki, bu xüsusi bir hissdir. Biz müstəqillik əldə edəndən bəri heç vaxt sülh şəraitində yaşamamışıq və indi bunu sürətlə öyrənirik. В основе философии создания фонда шейха Заида лежат гуманизм, толерантность, защита окружающей среды и продвижение мира между народами. Премия Заида за человеческое братство вручается именно тем лицам и организациям, которые продвигают в мире принципы солидарности и мирового сосуществования. С этой точки зрения присуждение Ильхаму Алиеву данной премии является признанием мировым сообществом мирной повестки президента Азербайджана. Mən hesab edirəm ki, bizim nümunəmiz öyrənilməli və hələ də müharibə vəziyyətində olanlar üçün yol xəritəsi kimi istifadə edilməlidir. Bizim nümunəmiz göstərir ki, uzun müddətli münaqişəyə, əzablara və qarşılıqlı etimadsızlığa baxmayaraq sülh mümkündür. Hər iki tərəfdən güclü siyasi iradə mövcud olduğu və həmin proses dost ölkələr və beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən dəstəkləndiyi halda sülh mümkündür. Глава нашего государства всегда выступал с инициативами по обеспечению мира и безопасности. Азербайджан является одним из членов-учредителей Совета мира, созданного по инициативе президента США Дональда Трампа. Подобный шаг мирового сообщества служит подтверждением исключительной значимости личного вклада азербайджанского лидера в дело мира, человеческого братства и глобальной стабильности. Самая же большая и незаменимая награда для президента Ильхама Алиева дана ему самим азербайджанским народом. Это признание лидера, ставшего олицетворением победы и национального возрождения. Сегодня под его решительным руководством страна продолжает свой путь к глобальному успеху и новым историческим достижениям. Özellikle Azerbaycan ve Ermenistan arasında Соглашение, достигнутое в Вашингтоне 8 августа между Азербайджаном и Арменией, и последующее развитие и трансформация отношений поистине значимы. Другими словами, за этот период каждая страна предприняла значительные шаги в отношении Зангезурского коридора, который, по сути, снова заработал под названием «Путь Трампа». Грузия также включена в этот проект. Кроме того, были предприняты один за другим значительные, ранее немыслимые шаги, такие как установление серьезных отношений с тюркским миром и транспортировка казахстанского зерна в Армению
сожалению, через Азербайджан. Расположение энергопроводов имеет особое значение с точки зрения региональной геополитики, и в процессе их формирования возникли очень важные новые представления. Армения выдвинула альтернативные подходы, а также новые подходы, которые могут включать Иран и, в некоторой степени, Россию. Поэтому, если учесть все это, усилия президента Азербайджана Ильхама Алиева действительно имеют огромное значение. Потому что, несмотря на победу в войне, он никогда не был склонен угнетать, игнорировать или оскорблять другую сторону. Напротив, он предпринял очень важные шаги в развитии и прогрессе Армении, как ее народа, так и государства, и в том, чтобы вывести ее на тот уровень, которого она действительно заслуживает. Он всегда использовал язык мира. И поэтому сегодня, чтобы обеспечить благополучие армянского народа, Азербайджан предоставляет очень важные объекты в плане транспортных и коммуникационных путей. И в то же время азербайджанская нефть и энергоносители сегодня поставляются в Армению по очень низким ценам. Это, безусловно, крайне логичная, рациональная и мудрая политика. Потому что, несмотря на очень серьезные ошибки, допущенные им в прошлом, премьер-министр Армении Пашинян действительно демонстрирует серьезную волю к сохранению мира. И он пытается направить в этом направлении и свой собственный народ. В конечном итоге, тот факт, что это увидел весь мир, и особенно вручение этих престижных наград в Абу-Даби обоим лидерам, прежде всего президенту Ильхаму Алиеву, были крайне уместными и правильными решениями, которые фактически способствовали миру. Поэтому, если мы посмотрим на это с этой точки зрения, Южному Кавказу действительно нужен мир. Больше нет смысла воевать. Меня зовут Байсабаева Алия Газизовна, я являюсь генеральным секретарем Национальной комиссии Республики Казахстан по делам ЮНЕСКО и ССКО. Сегодня мы собрались здесь со странами-членами Тюрксой, все национальные комиссии стран-членов, а также международные партнеры, еще раз подтвердить наши все общие цели, намерения в рамках ЮНЕСКО. Это традиционное мероприятие, которое проходит каждый год, и мы благодарим Национальную комиссию Азербайджана по делам ЮНЕСКО за приглашение организации данного ивента. Мы ожидаем, что по итогам данного мероприятия будут приняты какие-то общие решения, а также намечены планы по сотрудничеству в рамках ЮНЕСКО, создание и написание новых совместных номинаций для внесения в престижные списки ЮНЕСКО. Я буду выступать с приветственной речью участникам данной встречи. В дальнейшем перспективе есть еще другие проекты, которые в рамках ваших? В рамках Тюрксой Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО стран-членов Тюрксой планирует внести проект решения исполнительного совета ЮНЕСКО по провозглашению тюркского языка, Международного дня тюркского языка в декабре каждого года, который будет отмечаться каждый год на площадке ЮНЕСКО. Camğır töktün, eç basılvay. Biz keletik, kol şal bolup, çol garovoy. Göz açılmay, bek aldımda. Şamal soğuk Kunkur kavrak Camğır döktü O şalkımda Kayda gitti Castığımda Cegeceğim Kayrılmazdan Gete verdi
Alız kalgan yastığımda sağımdasın Jurak tezim koldan uçkan akkumdayım Kungur kara Cabır döktü O şalkınlar Kayda gitti Castığımda Cegeceğim Kayrılbastan Keteberdi Yıllar uçar kanat tutar Çamgırda kal eç bası var Çamgırlarda esker duşar Tonguç suyum unutulmay Kungur kara Cağır döknü O şalkında Kayda gitti Castığında Cegeceğim Kayrılbastan Keteberdi Castığımda Cegeceğim Kayrılbastan Keteberdi Кыргыз улуттук жазуучулар союзунун төрагасы Нурлан Калыбеков. Мына биз бүгүн Азербайжан Республикасынын борбору Баку шаарында турабыз. Бүгүн бул жерде Гейдар Алиев жана Түрк ааламы аттуу конференция болуп жатат. Эми өзүңүздөр билгендей Гейдар Алиев бул ошол Совет империясынын тушунда политбюронун мүчөсү болгон СССР деген чоң мамлекеттин өкмөтүнүн орун басары болгон деген сыяктуу дегендей бул баягы масштабдуу личность. Ошол эле учурда мына бул эгемендик алып, эгемендик келгенде ушул Азербайжан Республикасынын президенти болуп, конституциянын башында туруп, ошол учурда 90-жылдары баягы Азербайжанга бир советтик диктатуралык мамлекеттин чабуулунда өзүнүн ички протесттин, өзүнүн баягы каршы сөзүн көтөрүп чыгып сүйлөгөнү, бул эми мындайча айтканда бул Азербайжан элинин лидери катары көрүүгө болот. Себеби азыр заманды деле көрүп атабыз, саясатчылар көп, бирок мамлекеттик ишмерлер жок эсе болуп калган мезгилде. Мамлекеттик ишмер деген бул баягы Людвиг Фейербахтын бир жакшы сөзү бар. Государство моя вторая абстрагированная половина дейт. Ошол сыяктуу мамлекеттик ишмерлер чыныгы улутка кызмат кылган адамдар
мен мамлекет мен деген түшүнүктө жашайт дагы өзүнүн тагдырын эл үчүн курмандыкка чалып, өзүнүн тагдырын элине арнайт, бүткүл өмүрүн арнайт. Ошол Гейдар Алиев агабыз бул ошол кезинде Азербайжан Компартиясынын биринчи катчысы болуп, кийин анан президент болуп, ошол Азербайжан эл үчүн бир чоң бир кызмат өтөгөн инсан. Бул мындай инсандар 1000 жылда бир төрөлөт, 100 жылда бир төрөлөт деген сөз бар бизде. Ошол сыяктуу бул адамдын, улуттун тагдырына түшкөн, улуттун бешенесине жазылган инсан деп айтууга болот. Ушундай бир инсандар, маселен, бул постсоветтик өлкөдө Ататүрк сыяктуу бир деңгээлге жеткен инсан деп айтууга болот. Маселен, Ататүрк Түркияда бул өзүнчө мамлекет болуп турган, биз СССР аймагындагы ушул түрк дүйнөсүндө бир үлгү ала турган, бөлөк президенттер үлгү ала турган инсан. Анан эми Кыргызстан менен Азербайжандын ортосунда 30 жылдан бери абдан бир мадани, руханий алакалар абдан жогорку деңгээлде. Биз ошол мына бул 94-жылдагы эле Бишкек протоколун алсак, ошол учурда легендарлуу парламенттин спикери Медаткан Шеримкулович башында турган ошол кол коюлган Бишкек протоколу Карабах маселесинде дагы согушту токтотууга, тынчтантууга бир чоң роль ойногон деп айтууга болот. Гейдар Алиев тууралуу маселен Бишкекте парк ачылган. Анан биз ошол баягы мамлекеттик саясат ал өзүнчө мамлекеттик протоколдун негизинде кете берет, бирок биз жазуучулар, акындар, искусствонун, адабияттын адамдары биз өзүбүзчө бир элдик дипломатияны бекемдеп иштеп келе жатабыз. Буга бир мисал, мындан 4 жыл мурда ушул Бакуда кыргыз жаштар поэзиясынын антологиясы Азербайжан тилинде чыгып, көптөгөн жаш акындар ушул жерге келип, ушул жерде бет ачар өткөн. Мына 2 жыл мурда эле Бишкекте биз 2 жолу бет ачар өткөрдүк. Ушул Азербайжан парламентинин маданият комитетинин төрайымы Данира Пашаева бул жакта башында турду. Кыргыз котормочулары Карабах аңгемелери деген китепти, адабий китепти чыгарып, Бишкекте кыргыз тилинде китебин чыгарып, биз 2 жолу бет ачарын өткөрдүк. Бирин Кыргыз улуттук жазуучулар союзу өткөрдү, бирин Кыргызстан Азербайжандын Кыргыз Республикасында элчилиги өткөрдү. Ал жерде ошол мен китепти барактап, биринчи баягы тексттин редактору катары ошол аңгемелерди окуп отуруп, мен көзүмөн жаш алып, кадимкидей буулугуп ыйлаган учурум болду. Эң негизгиси андай тагдырды, андай апаат согушту эч бир элдин, эч бир журттун башына салбасын. Мен да ошол былтыр мурдагы жылдары ошол Карабах окуялар болуп турганда өзүмдүн макаламды ошол Азербайжан гезиттерине бергенмин. Өзүмдүн макаламды ошо Азербайжан элин колдоо иретинде жазган макалаларым келген. Демек, бул биз сөзсүз түрдө эле мамлекет башчыларынын, саясатчылардын, өкмөттүн протоколунун негизинде гана иш алып барбай, элдик дипломатия, элдик баягы акын жазуучулар биз улуттарды, бир тууган тектеш элдерди жакындатуубуз керек. Мына ошол учурда быйыл мына Анкара шаарында 6 март күнү Анкара шаарында түрк дүйнөсүнүн жазуучулар бирлиги уюшулду. Бирлик уюшулуп, ошол бирликтин ардактуу төрагасы болуп Азербайжан эл жазуучусу Ана Рызаев шайланды. Төрагасы болуп Казакстандан Улукбек Эставлет шайланды. Калган республикалардын чыгармачыл союздардын төрагалары орун басар болдук. Кудай буйруса ошол бири-бирибиздин чыгармаларыбызды бири-бирибизге которуп, таржымал кылып, оюларып дегендей, анан эл достук, адабият достугу дегендей, акын жазуучулар ушул чыгармачыл личностьтер, инсандар канчалык жакын болуп бири-бирине биригип, бири-бирин таанышса, карапайым калк сөзсүз түрдө бири-бири менен ынтымакта жашайт. 21-кылым бул глобализациянын доорунда дүйнөлөштүрүү, анан геосаясаттар кандай бир
тескери бир жаман бир учурлар көзгө бир көрүнүп турган учурда геосаясаттын абалы бир абдан бир мындай кризиске келип турган учурда түрк дүйнөсүнүн мамлекеттери биригип иш алып баруу, ынтымакка келүү, бири-бирибиз менен баягы достукту чыңдоо бул тарыхый зарылдык деп эсептейм. Sayın izleyiciler, Fethiye'de Yörük çadırına hoş geldiniz. Buyurun, burası da bizim Fethiye, denizin kıyısı. Мы продолжаем знакомить вас с культурой и традициями кочевников юрюк-туркменов. В сопровождении почетного президента Юрюк-Туркменской ассоциации в Стамбуле Юсуфа Эзеля мы посетили музей Юрюка Керимоглу. Музей Юрюк Керимоглу расположен в курортном городе Фетхии, провинции Мугла, Турции, прямо у берега моря, который является живой этнографической экспозицией, посвящена истории турецкого народа. Он является неким музеем. Музей Юрюк Керимоглу – это результат 20-летнего осмысленного накопления экспонатов. Хозяин музея Исмаил Узуноглу одновременно является председателем Йорук и Туркменской ассоциации в городе Сейдикемер. Мы у него получили подробную информацию о юрюк-туркменах. Он рассказал нам о том, как протекала жизнь кочевых туркменских племен. В музее расположены их жилища, предметы, используемые в быту, и утварь кочевников в макетах. Здесь можно узнать, как создавались ремесленные изделия, а также отведать пищу кочевников. Этот народ жил на высокогорном плато, их главным источником дохода являлось скотоводство, а на время холодов они направлялись в долину, однако так не делали другие тюркские народы. Поэтому до сегодняшнего дня в Турции сохранилась традиция называть йорюками неутомимых и предприимчивых людей. Исмаил Узуноглу в музее Йорюк расставил специальные человеческие фигуры, которые иллюстрируют повседневную будничную жизнь йорюков, своих предков. В макетах отражают образ соседей предков Исмаилбея. Посещение музея позволяет многое узнать о культуре страны, о ее традициях, увидев современную Турцию в совершенно ином обличье. Этнографический музей представляет собой аутентичную деревню, в которой воссоздали бытовые условия и уклад турецкого племени, предметы обихода, обряды и костюмы. Название «Музей Йорюк» – это сочетание турецких слов «юрюк» – «сильный», «воинственный» и «юрюмек» – «идти», «продвигаться». Этим словом также называется турецкий народ, ведущий кочевой образ жизни, который связан с отгонным скотоводством, в отличие от более оседлых тюркоязычных групп.
Музей Йорюк в Фетхие, на территории небольшого полуострова, открытие которого состоялось 20 лет тому назад. Этнографический музей Йорюк символизирует собой историю этих мест, отражает те времена, когда здесь останавливались кочевые племена йорюков. Во время посещения музея Йорюк в Фетхие особое внимание обратите на внутренний интерьер музейных домиков, которые помогают сформировать представление о жизни людей в таких поселениях столетия назад. Sürülerin şeyleri belli olurdu. Böyle mesela değişik sesler. Nail Bey'in keçiler. Ha. Ya. Музейная экспозиция рассказывает о минувших временах, воспроизводит культуру и традиции местного народа, проживавшего на здешних землях много веков назад. В ходе экскурсии по музею туристы могут наблюдать за неспешной сельской жизнью, специально инсценированным для них эпизодами. Помимо этого, посетители имеют возможность увидеть процесс изготовления различных изделий ремесленниками, а затем выбрать для себя памятный подарок. Этнографический музей Йорюк в Фетхие, благодаря своему удачному месторасположению, парк находится среди живописных горных склонов, на которых растут в изобилии сосновые деревья. Посещение Йорюка всегда сопровождается отличным настроением, чему способствует любование окружающими природными красотами. Юрта – традиционное жилье кочевых и полуоседлых народов Азии. На протяжении нескольких веков она служила домом для монголов, казахов, кыргызов, туркменов, узбеков и, конечно, каркалпаков. В Узбекистане этот тип жилища широко распространен в Каракалпакстане. Для жителей Приоралья, которые занимались земледелием, скотоводством и рыболовством, юрта имела не только практический смысл, но и значение мистическое, духовное, философское. Юрта очень символична. Это не просто кров, это место воссоединения семьи,
мощный тыл и прочная крепость людей. У каракалпаков издавна использовалось несколько типов юрт. Обычная – карауй и праздничная – атауй. Зимой юрту устанавливали в крытых дворах, а летом ставили близ арыка в тени деревьев. Поэтому у каракалпаков бытовали и стационарные, и переносные жилища. В наше время юрту используют только в знойное лето. Ее необычная конструкция имеет свои особенности. Разные юрты собирают из 6, 8, редко 12 складных частей и несущей решетки. Изящные блоки сгибаются в форму круга – шанарак, основа купола юрты. Отсюда, как корзина, плетутся красивые камышовые плиты стены. Шанарак своей массой держит каркас. Раньше, в зимнее время, он служил дымоходом, а сейчас служит обычным световым окном. Сферическая конструкция его способствует конденсированию воздуха. Дождь и снеговая вода стекает по внешней стороне. Внутри тепло в зимнюю стужу и прохладно в летнюю жару. Венец купола шанарак и очаг воплощали символ солнца, и его ипостась, огонь, воспринимались как столб Вселенной и родовой знак. К ободу венца подвешивали так называемые аякбау, которые изготавливались из пряжи и означали собой потомство в семье. Перекрестие венца ориентировали по сторонам света, и оно всегда было открыто, закрываясь лишь в непогоду. Это позволяло наблюдать за звездами и солнцем, определять при этом время суток. Издревле вход в юрту каракалпаков был с юга. В этом случае почетное место напротив входа оказывается самой комфортной частью помещения. Внутренность юрты разделялась на правую сторону от почетного места Тор-Онг-Жак и левую от него Сол-Жак. Правая предоставлялась мужчинам. Кроме одежды можно было держать украшенное седло, сбрую лошади, ловчую птицу. Левая сторона юрты была женской, хозяйственной. Здесь располагались очаг, посуда, на кереге висели хозяйственные сумочки и мешочки с продуктами. В юрте не должно быть случайных вещей. Это древний закон единства пользы и красоты. В Каракалпакстане сохранился древний город мастеров-ремесленников Чимбай, и среди них славятся мастера уйши. Они делают юрты по технологии, которая не менялась несколько столетий. Это удивительное место, и кажется, что время остановило там свой ход. В декоративном оформлении помещения большого мастерства достигли каракалпакские мастерицы. Юрта обладает некоторыми оригинальными чертами по декоративно-художественному решению и силуэту. Изначально юрты отождествлялись с моделью космоса кочевой культуры. Большая часть жизни кочевников проходила в его микрокосмосе – юрте, а макропространством служила Вселенная за ее пределами. Таким образом, юрта была главным объектом художественного, эстетического самовыражения народа. Она стимулировала развитие и совершенствование творчества талантливых людей. В юрте и вокруг нее зарождались и развивались не только декоративно-художественные вкусы и способности народа, но и другие формы культуры, как фольклор, музыка, эпос, обряды, игры. Она была средоточием формирования развития нравственно-философских воззрений. Odam atoga salom, kelin salom aytamiz. Mamo havoga salom, kelin salom aytamiz. Payg'ambarlarga salom, kelin salom
kelgan avval Xudoga salom, salom, salom aytamiz. Sizga salom yor, yor, kelin salom beradi. Sizga salom yor, yor, salom, salom aytamiz. Sizga salom yor, yor, kelin salom beradi. Sizga salom yor, yor, katta gilam tashlagan, kelin salom boshlagan, katta gilam tashlagan. Salom, salom aytamiz. Sizga salom yor, yor, kelin salom beradi. Sizga salom yor, yor, salom, salom aytamiz. Sizga salom yor, yor, qabul aylang onajonlar. Sizga salom yor, yor, qabul aylang qora ko'zlar. Sizga salom